Здравствуйте, мы семья Поповых. Это моя мама Света, это мой папа Сергей, а меня зовут Саша. Мы сегодня прочитаем фрагмент повести сказки «Гришуня на планете лохматиков» Елены Габовой. Приглядевшись к пришельцам из космоса, Гришуня растерялся. Он не мог себе представить людей из других миров такими грязнулями. От растерянности он даже бояться их перестал. Как жизнь на этой планете? Спросил рыжий космонавт. Как жизнь? Переспросил Гришуня. Он вспомнил про школу и расстроенно махнул рукой. Плохо. Учиться заставляют. Заставляют? Возмутился рыжий. Да если бы только учиться, еще умываться надо, зарядку делать, зубы чистить. А как это зубы чистить? Спросил беловолосый инопланетянин и потрепал свои волосы. Гришуня объяснил. А зачем это нужно? Удивились оба космонавта. Сам не пойму. Пожал плечами Гришуня. Да еще утром, да еще вечером. Жуткая планета. Правда, Трёпик? Невыносимые условия. Согласился белобрысый Трёпик. Он почему-то все время лохматил волосы. Заставлять разумные существа, ведь ты разумный, Обратился он к Гришуне, и тот быстро кивнул. заставлять разумные существа делать то, что им не хочется. Летим домой, медленник, мы здесь погибнем. Подожди, я голодный. Сказал медленник. Эй, недолохматик, у вас яблоки есть? Это Гришуню назвали недолохматиком каким-то. Ведь вокруг вроде никого больше не было. Гришуня удивился, но решил на первый раз не обижаться. Есть. Ответил он. Покажи скорее, где они растут. Растут они далеко на юге, а у нас север. У нас яблоки в магазине. А магазин далеко? Овощной рядом, вон за тем домом. Показал Гришуня. И это далеко. Протянул медленник и зевнул. Ладно уж, перетерпим. Полетели, Трёпик, а то нас заставят тут зубы чистить. Спасибо за внимание.